Героя и сына страна потеряла, но ты не погиб, ты же в наших сердцах. Смертельному риску себя подвергая, не знал, что такое трусливость и страх. Страна не забудет, народ будет помнить о том, что у нас есть такой человек. Он с небом на двоих вытягивал жребий и там высоко чувствовал себя по-настоящему счастливым. Эти слова так точно описывают, чем жил и как сильно любил небо первый герой России. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет. Летчик высшего класса Асканов одним из первых среди советских летчиков освоил МиГ-29, истребитель 4-го поколения, на котором он и совершил свой последний полет. Коллеги по службе рассказывали, Сулумбек однажды посадил боевую машину на брюхо, когда у самолета отказали шасси. И вновь, оказавшись перед выбором, не стал думать. Жизни других оказались дороже своей. Он пытался увести самолет от жилых домов и зданий. 2,5 минут ему оказалось достаточно, чтобы прославить себя и свой народ. Это произошло 7 февраля 1992 года. Через месяц исполняется 31 год со дня трагической гибели генерал-майора. За этот героический поступок указом президента России ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. У Сулумбека была одна мечта, одна цель – стать летчиком. Таким помнит своего брата Соню Мужухоева. Их было 10 детей в семье, 7 сестер и 3 брата. А на родину у него получалось приехать только раз в год, на месяц. Приезда его ждали не только всей семьей, но и всем народом. Он был очень добрый, доброжелательным был. К нам относился очень так нежно. Все время учил нас к лучшему. Говорил, на первом месте должна быть учеба. Любил нас, всех сестер. Сулумбек Асканов родился 8 января 1943 года. Отец – участник Великой Отечественной войны, а мама была удостоена звания «Мать-героиня». Детство будущего летчика было трудным. Когда он был еще ребенком, семья переехала в Казахстан, и лишь в 1957 году они вернулись в родное село Плиево. Сулумбек поступил в Грозненское ПТУ, одновременно занимался в аэроклубе. Позже поступает в Качинское высшее военное училище летчиков и оканчивает его на отлично. Выпускника оставили там же летчиком-инструктором, а после перспективного офицера направили в военно-политическую академию. Со слов родственников и бабушка, когда жива была, рассказывала, примером для его подражания, я так понял, был его отец Сосорко Артаганович. Он был участником Отечественной войны, был награжден орденами и медалями и спасал своих однополчан действительно. И, мне кажется, вот это на него повлияло. Сулумбек Асканов похоронен в родовом селении Плиево. О нем слагают стихи, пишут книги. В его честь названы улицы и школы в Ингушетии и Липецке. Множество самолетов, проходят спортивные и культурно-массовые мероприятия. Аэропорт Магаз 2012 года носит имя героя Асканова, и перед его главным входом установлен памятник истребителю МиГ-29. В Москве в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе открыли бюст герою, а на месте падения самолета в Липецке установлена величественная стелла из белого мрамора, которая отчетливо видна с высоты птичьего полета. Память об этом светлом человеке, об этом офицере, о летчике неизгладима среди ветеранов и последующих поколений. А во второй Плиевской школе, где учился Асканов, уже 20 лет как открыт музей. Документы, фотографии, личные вещи помогли собрать родственники и сослуживцы Асканова. Увековечению и сохранению памяти о герое особое внимание уделяется руководством республики. Так, в прошлом году по поручению главы региона отремонтирована улица в Плиеве, на которой жил Сулумбек. Человек с большой буквы, как назвал его Махмуд Али Калиматов, напомнив о подвиге генерала Асканова. За свою короткую жизнь он прошел достойный путь. Это касается и его частной жизни и профессиональных достижений. Первого героя России Сулумбека Асканова всегда с большой теплотой вспоминают бывшие коллеги и друзья, родственники, простые сослуживцы. Все они отмечают его человечность, дотошность в работе.
Летчик-испытатель всегда живет на грани риска, но чтобы не терять хладнокровие и уметь моментально оценивать ситуацию, нужна сила воли и мужества. Сооронбек Асканов своим решением в критический момент показал, что все эти качества в нем есть. Не всякий человек способен на самопожертвование, и его жизнь многие годы будет являться для нас нравственным примером и бесценным моральным богатством. Пройдут годы и вырастут новые поколения, но в памяти народа, как и сегодня, будут жить подвиг и личность Сооронбека Асканова. Он останется одним из тех, кто принес ему неизмеримую гордость и уважение целой страны за такого сына. Хадия Добриева, Новости 24.